Что это его обшивать не будут, что ли? Да, там заглядывать. У меня телефон еще упадет туда. А что это его обшивают-то? Заново ободрали, что ли? Так. Всем привет. Всем привет. Так, сегодня понедельник. От дорожников, поликлиника, вот это вот. А сейчас что там? А сейчас что там? Сейчас там ничего. Так, ну что? Понедельник сегодня. Погода какая-то мерзкая. Ну, уже начинают потихоньку подсыхать, что радует. Сегодня у нас 18 апреля. Ух ты, вывеску алко-дискаунтер убрали. Вон там стоят буквы. Да, что-то делают, что ли там они. Интересно. О, а здесь вот, провода какие-то болтают. Ё-моё. Провода. Смотрите, солнечный остров. Адаптивная игровая площадка. Почему адаптивная? Адаптация от слова да. Институт госадминистрирования вот здесь вот. Так, ну я хочу куда-то вот туда пройти. Вот туда. Ох, сегодня ветерок-то. Там хочу поснимать. На ту сторону хочу. Пока машин нету, можно перейти. А куда надо идти? Обратно? Ну сейчас я тут вот немножко. Вот это вот что за дом? Какой-то Октябрьская 27. Так понимаю. Ух ты, а вон смотри. Прямо на церковь вид отсюда. Шикарный какой. Да. Ну понятненько. Здесь комбинат еще. Ага. Видать, советского времени. Типовой. Ну и здесь какие-то работы идут. Слышим, болгарка работает. Аюнского 8/2. Так, сейчас тут переход есть. Сейчас нырнем по нему. О, смотри, какие вежливые водители. Они прям уступают на переходе. Так, тут какие-то гаражи есть. Гаражи двухэтажные. И здесь. О, боже. Нормально. Ух ты, тут скользко. О, скользко, можно упасть. Можно упасть. Ё-моё, тут лужа еще. Тут сапоги надо было одевать. Ё-моё. Два человека смотрят. Смотрите, какие тут катакомбы. И сверху что-то капает. Вообще стильно. Но я сверху ходил. Я вот сверху ходил, а вот снизу не ходил. Да, прикольно. Тут так темно. О, ничего не видно. Так, вот, наверное, вот сюда куда-то. Да, тут такое место жуткое вообще-то. Тут еще можно упасть. Потому что скользко. Смотрите, как скользко. Ой, одинокая лампочка вон там где-то вдалеке светится. Ой-ой-ой. Да, очень колоритное такое место. Как раз для съемки каких-нибудь трейлеров, да? А здесь, смотрите, он сверху капает. Там дырка какая-то. А, сейчас второй этаж вот и сюда вниз. Смотрите. И вторая капает тоже. И третья дырка капает. Там плиты, в них дыры такие. Ух. Да, конечно, впечатляет. Очень колоритно, очень колоритно. Да. О, буква Z. Буква Z же, да? Зейн. Что это за надпись какая-то?
Там вот можно туда пройти. Туда. Ну тут гаражи теплые. Гаражи теплые здесь. Так, и что? Ну, что тут грязь месить, ходить вот по этой грязной жиже как-то не очень. Что это у него? Для замков, что ли? Специально наварены. Крючки. Да. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ну, это, так сказать, уже улицы-то центральные всем надоели. А вот такие места, да. Тут вот можно пройти, кстати, смотрите. Кто-то выстелил вот так вот заблаговременно досточки. Зал борьбы, школа вольной борьбы Винокурова. Школа вольной борьбы Винокурова. Ну да, и даже не догадаешься. А я вчера фирму доставку Озон искал. Тоже не задумался. Там домик такой маленький. Я не знаю, под чей его, что там раньше было, но его так переоборудовали. Интересно. Я даже и не думал. Думал, мы в каком-то большом доме, а там чисто такой домик какой-то, малюсенький, и в нем чисто пункт выдачи Озона. Так, здесь мы видим какую-то КПД-ху пятиэтажную. Но она не типичная, она вот, смотри, балконы у нее все-таки как-то между разнесены. Обычно два балкона вместе, а здесь балконы, вот и между ними какая-то вставка. Как будто бы там подъезд, да? Ага, как будто бы лестница там, чтобы освещение. Обычно в КПДшках же как сделано, там нету прямого света, кроме верхнего этажа, да, темное. И там обязательно свет. А здесь сделано, что лестница, она между, смотрите, квартирами получается. Да, но вот этот вариант, видать, более поздний. Причем здесь мы видим, вот это отделана плита какой-то, да, дополнительно еще керамической плиткой, которая, по идее, должна улучшить вот эти свойства. Так, а тут что? Подожди, давай сюда. Блюнского. Ну, хоть глянуть немножко глазом-то. Зрителям, наверное, интересно. Что смотрят. Да, сейчас. Сейчас еще просто вот посмотреть на лужу. Ну да, улица, подождите, Республиканское ипотечное агентство вон там. Или башня в той стороне. Ну понятно, да. Ладно. Так, тут еще снег вот лежит, но тут долго будет лежать. В этой подворотне. Нет, ну до середины-то не будет он лежать. Он будет в мае, это, наверное, уже потает. А тут как интересно. Это, видать, он хотел когда-то сделать такой большой гараж каменный. Там брусья какие-то положил. Но у него ничего не получилось, и он соорудил вот внутри такой деревянный сарай с железной дверью. Ну и вот надписи: бесплатная помощь наркозависимым, помощь бездомным. В таких местах обычно расклеены. Ну, естественно, все начинает таять, и вот эти все вещи, которые собаки сходили зимой. Да, туннель. Его страшно заходить вообще. Да, тут лесенка. Кстати, я по ней ходил. Я помню. Да, она из такого бруса сделана. Смотрите, какая лестница. Настоящее дерево, экологически чистое. Без фенола. Ой. А то сейчас делают вот это все клееные всякие. Они же фенольные все. Потом люди заболевают всякими болезнями. А тут вот все натуральное. Древесина натуральная, полы натуральное дерево. Да. Это какое-то ограждение, типа с труб свалено.
Да. Ну прыгать-то, честно говоря, наверное, не стоит. Для чего? А это, видать, чтобы машина туда не уехала. Вот эта балка деревянная положена. То он туда уедет. И... О, что там творится-то? Тут, наверное, жили, я так думаю. Поскольку... Почему тут не убирают? А кто это вообще должен убирать? Вот это вот эти вот навалы бутылок пустых мусора. Мне просто интересно. Да. Я вот помню про это самое. Так оригинально сделано. Ну вот третьего этажа только не хватает. Да, предлагаю построить. Но если первый этаж выдержит, еще пару этажей. Да. В связи с... Да, машина, у нас надо, чтобы машина рядом стояла с домом, потому что у нас холодно, извините. Необходимо обязательно. Так, как тут спуститься? Главное вот не улететь туда. Ну, да, пойти. А это что такое тут вот? Какие-то непонятные. Ой, так, тут переход есть, вот по нему надо переходить. По нему надо переходить. По нему нормальные люди переходят. Не надо нарушать правила. Так, вот, тормозят. Ну и идем дальше по этой улице. Вот, которая у нас от 1000 мелочей, по сути дела, от автовокзала. Ну да, ну вообще что-то жуткое, конечно. Это самострой какой-то, я не знаю. Какой-то. Ну, магазины-то везде бывают. Куда возможно, туда магазин запихивают. Куда возможно. Сюда? Сюда? А, канал. Это чья-то собака такая, овчарка? Вот это чья такая? Это давно. А чья? Ты чья собака-то? Овчарка здоровая? Здоровая, чья собака? Не знаете? Не наскочит она? Так, что за дом? 27/2. 27/2. Какие-то объявления вывесили. Что за объявление? Это то, что гараж находится неправомерно. И надо его увезти. Так, ну, что ты? Что? Куда? Хозяина своего потерял, да? Хозяина потерял своего. Ну ладно. Так. Ну, подтаивает. Начинает подтаивать. Тургенева, а я даже не знал, что здесь переход есть. Я думал, здесь какой-то канал, который и не перепрыгнешь. Так, ох ты, тут какой дом-то красивый. Прямо стоит. Прямо. Выходим вот на этот дом. Многоэтажный. Сколько этажей, интересно, у него? Этажей 15, да? Точно? Этажей 15. Ну вот там жить, наверное, вообще классно, да? И здесь несколько таких домов. Так. Я даже не знал про этот переход. Ну, людям же надо где-то ходить. И нельзя все подряд перекрывать там. Вот эта тропинка еще, она относительно недавно появилась. Раньше здесь не было. Ну тут я вижу какую-то эту балку положили, да? Плиту. И соответственно вот канал. Вот канал. Так. Теплотрассы.
Видно, что вдоль теплотрасс еще кабели, видать, это силовые, энергетиков проложены. Так, ну здесь вообще что-то жутко загажено. Когда же это все уберут? Когда же это все уберут? Ой. Ну, весеннее, да. О, и прямо выходим напротив вот этот новая школа, да? Смотрите, как у них сейчас стало модно. Здесь, кстати, ух ты, это полицейский, лежачий полицейский, чтобы машины не разгоняли. Лермонтова. Ну, давайте. Перейдем по лежачему полицейскому. Это же вот как он, московский называется, да? Как там, да, это вторая очередь, там первая очередь. Здесь у них вот там вот церковь Никольская. Да, барачного типа дома. Барачного типа были дома. Да. А сейчас вот такую красоту сделали. Школа для инвалидов. Да. Я тоже знаю, куда их перевели. Да. Ну я тоже не знаю. Ну, я так не хотел для инвалидов. Людей с ослабленным здоровьем, как ну возможно, да. Возможно. Ну я знаю, где-то есть такая школа в Залаге, что ли, в Сайсарах, в том районе. Ну и проходим дальше. Ох ты, смотрите, машина проезжает, и от нее очень много брызгов сзади. Чтобы не ездили, перекрыли этими бетонными. Их взял, кто-то убрал. Так, то есть тут проезд загородили и обратно, да, сдвинули. Ну да. А почему тут ездить нельзя? Не знаю. Что ты все время меня отсылаешь? Я вот не знаю. Я сам живу по себе и как бы вот то, что вижу, то и показываю. Северпак. Там кладбище. Ой, нет, далеко идти, да там грязно сейчас, наверное. Там до туда еще дойти надо. Вот будет это. А Радоница после Пасхи, да? Люди на кладбище пойдут. Ну вот это вот Вилюйский переулок, вот там через дорогу. Так, нам надо вот. И по этому Вилюйскому переулку там, соответственно, кладбище вот это Вилюйское. А второе кладбище в Якутске, это на Маганском, да, тракте. А есть еще кладбище, по-моему, где-то в районе, правильно, да, вот это, птички, да, есть там? Мусульманская. Ну понятно. Ну вот тут был барачного типа дом когда-то. На ту сторону, наверное, перейти. Я же хотел зайти в этот. Не, какой пиво? Все подорожало. А куда? Тот дом снять? Ну давай. Направо. Туда-сюда. Так. Ну надо идти, я не знаю, что мы стоим-то. Да, вот эта улица, Вилюйский переулок, она все время такая разбитая. И как раз по весне туда надо идти, и она вся в лужах. Так, ну здесь вот барачного типа был дом. Когда-то его наконец-то убрали. И сейчас здесь пустырь. Ну, наверное, что-то будут строить. Но здесь есть одно, но вот это ЛЭП, которая, по-моему, относительно от ЛЭП там 30 метров где-то расстояние. Да, от ЛЭП надо 30 метров расстояния, да, вот это ЛЭП, если идет, здание строить, да, какое-то, или 50 метров. Вот сколько вот, ну, не, нельзя, есть какие-то нормативы, а там же большое напряжение. Могут быть десятки киловольт, там нельзя. А если провод упадет? Вот здесь, смотрите, винотека Лермонтова 78. Лермонтов, почему название? Потому что на улице Лермонтова.
Хотя Лермонтов в Якутске отродясь не был, конечно. Но у нас эта улица Лермонтова одна из самых длинных, наверное, самая длинная в городе. А я не знаю зачем. Хозмаркет открыли. Просто людям показать вот хозмаркет. Да. Ну и дискаунтер здесь больше-меньше. Вот, с 14 до 20 часов работает. У них что мне нравится, вот так вот все аккуратно сделано. Здесь вот такие столбики. И там лампочка. И когда в вечернее время они зажигаются, и так прикольно все это выглядит. Вот он. Ну там же, естественно, алкомаркет есть. В дискаунтере в этом больше-меньше. Да, вот это вот московский как жилой комплекс. Первая и вторая очередь. Вот они вот отгрохали. Ну и Никольский вот этот, как он называется, торговый центр внизу. Магазинчик такой, фрукты, овощи, вот, пожалуйста, здесь. Ну, цены не будем снимать, цены кусаются. Так, сейчас все подорожало. Я вот просто по грецкий орех, он до этого стоил 480 рублей, а уже через неделю 600 рублей стал стоить. Так, и здесь мы видим один исторический объект. Вот этот. Вот он, какой красивый дом. Смотрите. Винтажный. Ну, все аутентичное. Забор. Забор, да, солнышко вот такое вот. Забор, все аутентично. Ну, естественно, надпись «Бесплатная помощь наркозависимым». Да, там у них туалет, я смотрю, он стоит. По-моему, не живут уже. Я вот этой зимой в этом году не видел дыма из печки. А как они, если тут нету этого отопления центрального, как они могут жить без тепла? И вот смотри, тут уже все у них. Сколько, может, бомжи какие живут. Да, ну, вон там тоже солнышко на крыше. Да. Вон можно по проводам. Если провода заходят, можно сказать, что живут. Хотя обрезано, возможно. Не буду я заходить. Зачем? Пачкаться там так, со сторонки поснимать. Так, а это у нас улица Петровского. Вот это вот. Улица Петровского, там она выходит у нас на Вилюйский тракт. Уже очень интенсивная улица. Пересечение улицы Петровского, Лермонтова интенсивная. Смотрите, какие здесь здоровые машины ездят, от которых очень много копоти, пыли. А вот это вот здание Ростелекома. Вот это вот исторического Ростелекома. Там видно антенны какие-то на крыше у них стоят. Ну, в этом здании Почта России находится еще. Почтовое отделение. Так. Ну что, еще 20 секунд стоять. Там вот остановочка. Баннер. Квартиры в Петербурге. Скидка до 1 миллиона. Ничего себе. Любовь с первого взгляда. ЦАН. Номер 254-204. Кто хочет жить в культурной столице, вот, пожалуйста, звоните, узнавайте. Ну, цены опять выросли, все знаем. Поэтому, может, не каждому по карману окажется. Раньше там квартиру можно было, студию за 2 миллиона, за 2,5 купить, а сейчас уже 5 миллионов. Так, то же самое. Вот Почта России здесь, Почта Банк, там тоже находится. Нет. А там деревянное здание снимал, которое стоит? За ним? А, то что ли? Нет, не снимал, кстати, вот можно зайти. Там, кстати, старая
можно вот так обойти вот посюда, только как здесь пройти? Тут такая грязюха. Так, вот, кстати, смотрите, что творит вечная мерзлота. Вот этому тротуару всего ничего, ну лет, наверное, 5, да? Или... И вот как его, смотрите, вывернуло, выгнуло. Так что, и вот этот тоже. Да, так что у нас что-то такое делать с дорогами, это бессмысленная затея. Потому что все равно все оно вот так вот начинает. То есть это деньги в землю можно вкладывать бесконечно. Бесконечно. С этой мерзлотой. Так, и здесь вот есть проход, где вот Почта России. Даже фонари такие. Здесь, кстати, березовая роща. Смотрите, прикольно как. Так, а давайте почитаем. Или 20, наверное, уже. Так, а где эти самые? 26 минут, а где комментарии? Никто не смотрит? Нет, я не вижу эти. Где комментарии? Слушайте, люди, я не могу почитать ваши комментарии, потому что у меня нету этой кнопки. Я что, в каком режиме включил? 4 смотрит. Деревьям лет 20 уже. Шиповник. Да, ну больше, по-моему. Ну, наверное, даже больше. Ну, 20 Больше. точно есть. Смотри, какие тонкие. Их, наверное, не выросли не сидят. садили, когда вот это здание, да, построили. А этому зданию больше, однако, 20 лет, ему лет 50, наверное, 40. Его же еще обделали вот этим вот такой красивый, как бы, профлистом для красоты. Ой, капает с крыши, надо быстрее текать отсюда. Здесь вход. А что здесь, кстати, находится сейчас? Расчетно-биллинговый центр, служба эксплуатации городского хозяйства, окружная администрация города. Вот что здесь находится. Ну и почта России. Да? Здесь вот такой вот жилой дом напротив. Ох, весна пришла. Осторожно. У меня нету кнопки вызвать комментарии. Представляете? Если кто-то что-то напишет. Кстати, вот там вот продают. Ну, да, 5 человек смотрят. 3 лайка. Спасибо большое за лайки. Вот здесь интересный дом вот этот, да? Такой здесь как бы Гоголя 6. А, это улица же Гоголя, да, у нас? Тоже этот писатель известный. Жил такой Гоголь. Да, ну потому что вот сколько здесь кабелей идет. Сколько кабелей, смотрите. Это же вообще тут несусветно. Ну, возможно, потому что рядом здание Ростелекома исторического. А, да. Вот у них эвакуационная лестница вот такая вот. Смотрите, вот какая улица эвакуационная. Опять надпись «Бесплатная помощь наркоалкозависимым». Везде вот они почему-то развешаны. Везде. Но он, смотрите, еще хороший такой, довольно-таки. Вот на одну сторону только немножко его перекосило. Нет, что? Не надо заходить внутрь. И тут даже, смотрите, у них какое-то для вещей, видать, да? Зимой они складывают там. О, деревянный такой-то настил. И можно без холодильника жить всю зиму. Ну, сейчас уже у нас тепло, поэтому, конечно, уже надо холодильник. Так, такая лужа шикарная. Какой-то люк, видать, там. Ох ты, скользко-то как, а? По грязи ходить. Надо вон, блин, я ступанул. Вообще жестко. Так, кстати, верба вот в Якутске уже. Вчера было верное воскресенье. Верба уже в этом году немножко тормознула зима, да, у нас. Сейчас, ага, сейчас. А тут что такое-то? Господи, кто это сделал? Так, ну и туда вот идти. Давайте вот сюда. Сейчас нет, там лужа. Через лужу как-то неинтересно ходить.
Объявление. Прошу убрать незаконно установленный замок на наш гараж. Я думал, просят убрать гараж незаконно. А тут замок. Ух ты, смотрите, кстати, вот там вот продают квартиру 4-комнатную. Телефон 914-221-0070. Вот в этом доме. Кому нужна, Лермонтова. Какой там 90/4, да? Тут? А еще вот туда пройти. Лермонтова 90/1. Сейчас мы вот так вот походим между домами. Какие-то уроды все позакрывали. Лермонтова 90/4. Покажи мне, сволочь. Тихо, 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 подожди, тише, тише, тише. Что ты городишь? Надо писать, ходить вот под кустик. Да, а это специально сделано, чтобы там не мусорили. Ой. Потому что заходят и начинают там бутылки кидать, а это люди вот... Ну, мало ли что тебе на улице вообще нельзя. Бухать нельзя на улице, бухать, пить. Можно в строго отведенных местах. Или у себя дома, там, или в ресторане. Там. Так, а здесь вообще как можно реально пройти? Тут, ну, надо такими путями неизведанными ходить. Неизведанными тропами, потому что уже все люди уже все знают. Поэтому вот людям интересно, где что-то такое таинственное, загадочное. Да. Ну здесь тоже вот КПДшечка, да, но вот здесь вот балконы у них вместе. КПДшный такой район. Угу. Вот даже тут, смотрите, тут вот, чтобы туда проникнуть, надо ключик иметь. Вот есть калиточка. Это правильно сделано, в общем-то, чтобы туда не лазили бомжи всякие и так далее. Дети, чтобы там не тусовались лишний раз. И здесь, кстати, смотрите, здесь под этим домом и тут тоже решетка под этим домом. Вот и тут замок такой, то есть там у них все чисто, убрано. Так, ну и вот здесь вот есть между домами, смотрите, двумя этими КПДшками вот такая лестница. Тоже винтаж, дерево натуральное. Сейчас дерево-то дорогое. Люди сейчас живут в фенольных домах, в фенольных квартирах, фенольная мебель. И потом она излучает все эти гадости из себя. И люди живут, дышат. Мало того, что гадость с улицы летит, если вы в городе живете, а еще вот со всей мебели она излучается, облучается. Так, проходим здесь между гаражами. Тут скользко, смотрите, надо осторожно. Да, вот почему-то ходишь, когда вообще никто не убирает. Ну, такое ощущение, что ничейная земля, никому до нее дела никакого нет. Здесь какой-то дом, там, наверное, магазин, так предполагаю. Кстати, веранда какая, Гарант. С любовью для вас. С любовью для вас. Что такое любовь? Что там может быть? Какой-то кафешка или что? Так, вот мы прошли. Ох, сюда что ли? Здесь выходим. А, здесь, по-моему, магазин. Магазины я знаю, да? И какой-то ресторан еще есть. Так вот сделано все. Деревянный брус, смотрите какой. Шикарный. Да, выходим прямо на остановку. На остановку на улице Лермонтова. Ну и здесь у нас удачная покупка. Магазин также Ганза. Еще какие-то есть. С 9 до 9 часов без перерыва. Банкетный зал. А, здесь банкетный зал с любовью для вас. Типа для проведения вот этих разных свадеб и так далее.
Так, ну и что, выходим мы. Прикольно. Техас. Кусочек Америки в Якутске. Техас. И вот буйвол. Смотрите, голова, шаурма. Продают, кстати. Интересно, да? Закрыто. Так, ну вот, не люблю я, конечно, вдоль этих таких улиц ходить. Так, ну немножко вот дойти до сюда и показать панорамку хотя бы. Ну там, если туда иди, это в район Сейсары выйти. Кстати, музей ретро-техники. Это вот он в этом, да, доме находится. Автодорожная 9. А, это просто баннер. Автодорожная 9Г. Котельная. Это они вывесили, да? Вот там вот большое такое объявление. Ретро-техники. Там машины какие-то, еще до сюда собраны. Да, никогда там не был, к сожалению. Наверное, там интересно. Сейчас у людей проснулось желание видеть, вот как раньше люди жили, значит, на чем ездили, чем пользовались. Так, остановочка вот такая вот. Ну, интенсивно, очень движение. Какая-то вкусная лавка. Местная продукция. И вот в этом доме жилом, в нем на первом этаже, вот тут вот аптека, эконом, кстати, студия красоты. Когда-то здесь был магазин продуктовый. Давай. Так, ждите 16 секунд. Смотрите, какие большие здесь машины ездят. А я хотел, кстати, вот здесь вот заснять немножко. Вот этот дом, маникюр, вот в этом, в этой деревяшке. Кстати, как тут живут люди, интересно. Вот смотрите, у них прямо тут такие кладовочки, теплички здесь. И вот видно, что там черный бак стоит, в который люди наливают воду, она на солнце греется, и летом можно душ принять. Кстати, продают. Никому не надо квартиру в этом доме. А там на втором этаже, смотрите, какие-то светильники, они что-то выращивают, какую-то растительность на подоконнике. Сейчас время как раз выращивать рассаду. А тут смотрите, как оригинально сделано. Вот кто-то сделал. А зачем во двор заходить? Вот как сделано. А, сюда, в эту. Понятно. Тут какие-то типа пчелы, да, что-то. У них вообще тут, конечно, творчество кто-то проявил. Видали, да? Это вот, по-моему, такой единственный дом. Ну, там еще есть дома, где украшают, да, так, дворы. Но этот вот такой вот он один. Смотрите, как здесь все оригинально сделано. Вот для детей тут какая-то площадка, да, игровая. Тепличка. Как вот этот материал называют, из которого согнуто вот это? Поликарбонат, да, с поликарбоната. То есть люди здесь явно живут, что-то выращивают, стараются. И сделали себя такое приятное местечко. Так, к сожалению, не могу ваши комментарии прочитать. У меня в каком-то режиме непонятном, да. Ну, птички, да. Ну кто? Жильцы, наверное, я так думаю. Жильцы этого дома. Кто-то один. Но я знаю, еще вот в одном месте подобно делают, ага, в нескольких местах тоже. Красиво довольно-таки. Вот у них тут такие грядки шикарные, да? Ну, из такой деревяшки не захочешь уезжать, по сути дела, да? Поскольку так вот все сделано, ага, можно что-то выращивать даже. Ох, тут у них прожектор прямо какой большой. Да, ну вот, конечно, интересно. А тут пройдемся туда.
Не, просто вот туда, вдоль этих домов пройти. Да. Ну тут выход вот на этот канал есть. Вот он. Канал. Это туалет жильцов этого дома. Они сюда ходят. Вот тут канал. Ой. Ё-моё. Тут еще запах такой. Фу, пока он не растаял, уже жуткий запах. Фу. Входим отсюда. Действительно. Еще раз вам показать, как люди стараются, делают для себя. Украшают свою территорию. Какие-то бабочки вырезаны здесь. Все из этих, ну, с бутылок вот этих пластиковых. То есть, по сути дела, ничего не, деньги никакие не тратили, кроме краски, конечно. Да. Краску надо купить, чтобы покрасить. Фрукты, овощи, продуктовый магазин. Вот здесь. Здесь еще был какой-то, по-моему, магазин, но его убрали успешно. Брали. Вот там вот подстанция трансформаторная, кстати, высоковольтная, большая, там получается на перекрестке. И здесь вот такой домик стоит барачного типа. Интересно, здесь, смотрите, такая площадка. Такая вот площадка. Тут когда-то раньше была постройка незаконная. Ну, фундамент вот этот сделали, переход сделали. А поскольку она незаконная, сказали, чтобы снесли. И вот здесь вот чисто вот такая площадка осталась. Да, как вот так могут строить без каких-то документов, такие работы производить в городе, без согласований. Вот канал вот этот. Люди возвращаются с работы, с учебы. Здесь теплотрассы. И вот такой мостик как раз. Мостик железобетонный. Так. Так, ну что, куда теперь пойти-то? Я смотрю, тут грязь. Улица Петровского, 23. Туда идти неохота. Неохота туда идти. Там дорога, туда она на улицу Каландарашвили выходит. В районе, как он называется, студенческого городка. Скорая помощь, что ли. Ну и проходим. Ну, здесь вот тоже вот такие строения все типичные. Вот смотрите, как здание выглядит. Когда оно разными балконами. Балконы сами люди себе застекляли, вот как попало, да? А если бы изначально бы их застеклили, то такого, конечно, ужаса и бардака бы не было. Так. Как тут вот посюда пройти, да? Так, ну кнопка эта не появилась, совсем даже не появилась. Но пока еще можно ходить, кстати, потому что не до конца все потаяло. Пока еще можно пройти по снегу, по льду. Через недельку уже будет, конечно, уже будет нашего общего друга Каландарашвили.
Ребенок вот здесь как повез. Это ж Вова. Каландраш. Ой, подожди. Подожди, я в грязь наступил. Придется ботинки будем выкидывать. Придется ботинки мне выкидывать. Ну да, сначала купить надо вообще-то. А то без ботинок тоже ходить как-то. Подожди, вот тут же есть переход. Вот тут вот. Отсюда можно пройти. Оба. Смотрите, какой интересный вот этот дом. Видали? То есть это сначала, видать, его построили двухэтажный, да, а потом сверху еще вот такой вот пристрой сделали. И значит, пристрой шире, чем основание. Ремонт обуви. И здесь вот свеженькие яички каждый день. Интересно, а почем яйца? Киоск работает до 14. Почем яйца? Просто зайти узнать. Говорят, подорожали. 10,80, да, первый категория. Ну, тут еще нормально. Так. 10,80. Акура еще продается. Так, понятно. 10,80. Я вчера видел просто по 13,60 яйцо. Говорят, что перед Пасхой, когда спрос на яйца повышается, некоторые продавцы поднимают цену. Местные продукты, местная картошка. Да. Школьники с учебы идут. Как раз сейчас и люди возвращаются со школы, с работы. Вот какой дом здесь. Что здесь интересно, а? Просто интересно. Регион 14. Фабрика цветов. Оптово-розничный центр. Продуктовый магазин Абсолют. Виноград. 18+. Разливные напитки. Да. Нива. Магазин Якутский хлебокомбинат. Фирменный магазин. Время работы с 8 до 20. Так, и теперь куда? Сюда. Петровского, 21/1 адрес этого здания. Вот. Так. Как тут пройти-то, слушайте, тут вообще машин что-то видимо-невидимо. Вот так вот может быть. По грязюхе, по этой... Ой! Здесь вот интересная площадка. Такая большая, кстати. Вот между зданиями вот этими. Смотрите, какое расстояние. Я не знаю, метров 100, наверное, метров, да? Вот такая. Интересно здесь. Смотрите. Ну, сегодня вот солнышка нету, к сожалению. Но так в целом тепло. Вот это, я сначала думал, это фонтан какой-то, а потом подошел поближе и увидел, что здесь вот эта птица вытесана из бревна, да, птица. Написано спецтеплострой 2000, какой год, 6-й, что ли, год. Это из булыжника так вот покрашено все. Довольно оригинально, да? Ну, тут удивительно, вот такая площадь большая. Так, слушайте, куда я ушел? Вообще, фиг пройдешь. Тут лед, вода. Надо ходить осторожнее. Вот, видали, да? Сколько здесь воды. Да, сейчас все это будет таять потихоньку, уходить.
У них здесь довольно-таки большая площадка. Вот это вот. И здесь много всяких вот этих для детей, чтобы они лазили, да, смотрите, какая цепь. Цепь, металл, очень довольно сделано. То есть не какие-то вот эти вот, как они называются, из, как вот это, да, из веревки, да, а металлические, то есть это сносу нету им, сносу нету. Кольца тоже такие вот, смотрите какие, все на цепях. А вот эта вот веревка, да, вот она матерчатая, из ниток, она вот и так уже изорвалась. То есть делайте все с металла, и у вас оно будет долго служить. Металл. Поэтому металл ценит. Вот тут такие брусья есть, можно на этих брусьях какие-то упражнения заниматься. Вот перекладина, да, пожалуйста. Большая, маленькая. И здесь вот площадка такая закрытая. Почему-то нет никаких этих корзин, ну, баскетбольных. Может тут ворота ставят, и когда они играют. Так, проходим вот здесь вот между машинами и выходим вот сюда. Сюда выходим. Что у нас интересно? Здесь вот такой деревянный дом стоит. Ломоносова 55. И здесь, это тоже деткомбинат, детсад, типичный советский постройка. Так, ну вот этот можно поразглядывать. Ломоносова 53. Здесь, смотрите, еще больше надпись: помощь наркоалкозависимым. Бесплатно, бессрочно. Почему-то вот всегда крепят. Ух ты, смотрите, а как тут ушел дом-то под землю. Видали, да? Прямо видно, ступенька туда вниз. А когда-то он... Куплю, кстати, интересно, куплю квартиру двухкомнатную, желательно 2-й этаж. Это вот он в этом доме хочет купить. Почему-то даже в таких домах люди квартиры покупают. Хотя дома уже все, как говорится, наладом дышат. Но все равно желающих. Может, там потом под расселение они идут. Двухкомнатную, 2-й этаж покупают. Может, под расселение. Соответственно, может, выгода какая есть. Так, и еще один Ломоносова 55 дом. Аналогичный. 1-й, 2-й этаж люди живут. Там кот даже на 1-м этаже сидит в окошке. А этот, смотрите, этот как бы действительно нормально, но все равно он куда-то туда наклонился, туда вниз этот дом. Ух ты, а тут он как у себя обделал, смотрите. Там, кстати, мангал, стол. Так, как здесь мне пройти? Да, люди устраиваются, живут. А здесь что? Здесь у нас гаражи теплые. Сейчас. Так, ну этот аналогичный дом, да, у нас тоже. Ломоносова 57 или как? Я уже не вижу. Так. Ну да, вот детский сад. Такой типичный детский садик, советская постройка.
надо будет ему сказать, что Да, ну тут территория довольно большая у него, игровая, ну потому что, наверное, много детей, да, ходит сюда. Район, в общем-то, тут такой центральный, много людей живет. Нужны вот эти все садики, школы, соответственно. Тут ходить сложно. Смотрите, вот школа, и вот детям приходится как-то вот по этим вот дорогам вот такие вот ходить вот стекловатого, по этим закоулкам. тут вот трактор, ползком, такой Так. Ну и вот это вот еще школа, да, здесь школа, как это называется, номер, я уже забыл, средняя образовательная школа номер 31. Вот, это вот старый корпус, и вот пристроили еще один, вот этот корпус пристроили. Просто немножко вот так вот зайти, смотрите, у них как тут шикарно. Не, а там же не пройдешь. Если только по туда идти. Они же сейчас закрывают проходы, чтобы там не блуждали, кому не надо. Так. Да, вот здесь вот есть тропиночка вот такая вот. Можно здесь пройти. Ой, скользко все-таки. Вот смотрите, тут можно подскользнуться. Кто-то уже точно, вот видите, ботинок съехал. Упасть вот в такую грязь никому не желаю. Никому не желаю. Ох. Поэтому надо ходить, смотреть под ноги. Так. Сюда вот. Не могу комментарии ваши почитать. Нет у меня этой кнопки. Извиняюсь. Куда-то пропало. Я как-то его сделал, что у меня, короче, этой кнопки нету, которая вызывает комментарии. Так что извините меня. Пишите там под видео, если что, под этим стримом ваши вопросы, ваши желания и так далее. Ой, ой-ой-ой. Хорошо, у меня ноги длинные, да? Можно перешагнуть. А у кого ноги короткие, им сложно перебираться. Хотя сейчас в городе, в общем-то, наверное, лучший вариант это резиновые сапоги, я так думаю. Если вот вы проходите. Потому что бывает, что так тупит, что там даже вот к подъезду не подойдет. Не подойдешь. Настолько. Так. Так, ну здесь уже не пройдешь. Я так понимаю, да, здесь. И хотя можно здесь пройти, да? Здесь вот такой есть проход. Так, как здесь пройти? Посюда, что ли? Какая-то щель. Так это на территории. А, это вдоль, да? То есть можно, в принципе, и здесь пройти. Так, ну что мы? Давайте потихоньку. Тут какие-то проволоки стальные торчат. Опа-на. Вот в эту щель залезем. Ага, нормально, все прошло. Это люди сами проковыряли. Ой, это что такое? Собачьи. Зубы? Нет, это лошадиные, наверное. Да ну, что маленькие. А что зубы такие большие? Так, а как тут пройти? Ну, почему он там лежит, я что-то понять не могу. Собаку кто-то съел. Собаку съели, и голова осталась от собаки, да? А, вот можно, кстати, здесь зайти, посмотреть, как... Ну, что ты городишь? Я так никогда не делаю. Смотрите, вот город Якутск построен вот на домах, которые вот стоят на сваях. Вот они сваи. Они еще туда в глубину метров на 6. На 12 даже? Не, по-моему, метров 6 кого-то. 8-метровый. Но здесь вот под КПДшками их много довольно свай. А вот под хрущевками, когда залазишь, там довольно-таки мало. Там как-то по периметру, ага, ну, где это, монолит какой-то, видать. Так, вот так вот мы и живем.
Раньше сваи были 8 метров. Потом их запретили. Да. Минимум 12. 12 метров своя, да? Ничего себе. Ну, потому что оттайка идет вечно межботы. Выталкивают. Выталкивает. А, вот в чем дело, да? То есть... Метровая, она пробивает мерзлоту, уже там сухой песок. Да? Ну, я знаю, что очень большие по длине сваи в районе вот, установлены как насыпных микрорайонов 202, 203. Там же вообще эти подъемные этажи. Да, там подземные этажи, но я снимал не раз. Ты там свай не видишь? Нет, там сваи абсолютно не видно, там подземные этажи, там сваи не видно. Там где-то сваи, они внутри, в песке. Они же должны сваи идти уходить куда-то в грунт капитальный, по идее, да? Не просто в песке быть заколочены, а куда-то там, вот там я знаю, они довольно такие длинные. Ну, там дома проваливаются. Ну там один дом-то, по-моему, только набекренился, остальные нормальные, которые вот КПДшка тоже такая, еще советских времен, она, по-моему, одна только пошла и все. А все 202, я имею в виду, 202. А 203 ну, нормальный. 202 на сваях, да. Ну там вот 202 микрорайон, ну как в города, дома. А мы вот так вот сейчас вот красиво. Смотрите, какая здесь шикарная лужа. Здесь еще будет все таять, соответственно, еще лужа больше будет. Ну, проблема с, конечно, нету водостоков, вот этих коллекторов канализационных, поэтому оно все вот так вот лежит. А здесь вот смотрите, какую домину построили. Обалденную домину. И отделали, причем смотрите, какой. Да, ну, смотрите, какой плиткой выложено. Шикарно. Типа гранит, да, как будто мне кажется. Сейчас поближе подойдем. Колонна расшевелится. А может быть и пластмасса, да? Не, ну, пластмасса, наверное, не будет, я думаю. Что-то подобие, да. Гипс. Гипс. Не, ну она твердая, твердая. Гипс тоже твердый. Это не гипс, это не гипс. Это, ну, какой-то, вот делают такие плиты сейчас, типа кирпича можно отделать у себя дома, да? Типа натуральный кирпич, но из какого-то материала твердого, они тяжелые довольно. Я знаю, если плохо приклеишь, они начинают отваливаться. Так, ну и выходим мы на улицу. А, стык. Ну, они приличные по толщине, да, смотрите, какие толстые. О, слышно, да, какой звук? Твердая, твердая. Так что это тут дом очень хорошо постарались. Сделали его. И от таких вот цветах здесь интернет-центр вниз. А хоть ветер задул. Распечатали 3 рублей оперативная. Причем, знаете, здесь полиграфия, потому что здесь в той стороне находится. Ага, да. И здесь. А может вот этот памятник? До памятника этого дойти? Да, ну давно не снимал. Уже год точно не снимал. А здесь общежитие СВФУ, вот это вот корпуса стоят. И сейчас как раз можно перейти. Сейчас мы вам покажем памятник стройотрядовцам. Студентам стройотрядовцам. Так, вот здесь вот такая вот вывеска, да? Деревня спортсменов. 2016 год. Children of Asia. Смотрите по-английски. Надпись по-английски. 6-й интернациональные 6-е спортивные игры. Дети Азии. Ну и вот здесь на Друган какой, слушайте. Не зря вот эти облака нанесло. И похолодало, конечно.
Вот мы подходим. О, беда. А что такое? Отвалилась плитка. Плохо приклеена была. Ну, вот памятник строят рядом там когда-то. Даже, по-моему, до сих пор. Не, она сама отлетела, наверное, я думаю. Вот один с кувалдой. Вторая девушка идет с мастерком, гитарой. Да плохо приклеено, наверное, плохо. А этот с лопатой и какими-то инструментами он там у него. Ну понятно, понятно. А вот этот дом, смотрите, какой шикарный дом здесь. Его довольно быстро, его где-то за год построили. Да, ну это просто плохо приклеили, и поэтому плитка отвалилась. Да не городить, что такие пьяные студенты. Памятник слава студенческим отрядам Якутии РСО. Установлен 28 октября 2017 года. Такой вот памятник. И у него, кстати, российские студенческие отряды написано. Вот на этих куртках. Все союзные студенческие отряды. То есть они даже по всей стране разъезжались. Ну, раньше я помню. Да и сейчас тоже, по-моему, существуют такие при учебных заведениях. На лето посылают. Так, а это столовая, комбинат питания. Ну, не знаю, я вообще без понятия. Бюджет надо же, деньги. Все закладывать заранее. А это, так сказать, непредвиденное. Так. Мы сейчас пройдем дальше по улице Каландарашвили. Как раз у нас сейчас светофор. Зеленый свет для пешеходов. И вот здесь вот, смотрите, огороженная территория. Здесь будут строить интересный объект в Якутске. Там уже вовсю установлены строительные будки вот эти, где строители находятся. Ну вот у мальчика сапоги, вот смотрите, как шикарно он проходит. Ему по барабану все. Так, улица Каландарашвили здесь скрыта на этом участке. Смотрите, видать, ее будут асфальтировать. Так. Вот так вот мы идем прямо, где не надо идем. Так вы что, по грязи идти, ё-моё. Беда. Беда. Так. Я говорю, придется выкидывать ботинки после этой прогулки. Дорогу видно, будут асфальтировать, ее срезали, этот слой. А здесь, смотрите, вот там масштабные работы идут на этом участке. Вот, смотрите, сколько. Там техника какая-то, столько песка. Не, а ее тут нету. Вы уже сказали, что нет. Сибирская язык. Кстати, вот это вот корпус СВФУ уже более... Ай, что городишь? Вот это вот СВФУ. Здесь у них какой-то зал, да? Библиотека СВФУ. Так. Да, и вот здесь вот можно посмотреть, кстати. Здесь забора нету, и вот видно, что там песка навезли очень много. Какие-то железные как это, каркасы что-то делают, короче. И здесь еще вдоль этой дороги вот выкопали
траншею довольно глубокую, что-то там делают у них. Что-то там делают. Так. Опа. Так. Как пойти-то? Посюда пойдем, да? По улице Каландарашвили. Так мы продолжаем идти дальше. Посмотрим, кстати, что у нас с... Не, вот так вот. По Каландарашвили пойдем, посмотрим. Выйдем же мы на эту, да? На Орджоникидзе, а потом проспект Ленина. Канти, медицинский и спа-центр вот здесь находится, кстати. Вот, кстати, смотрите, уже что-то отлетает. Здесь вообще плитка разрушилась. Ой-ой-ой-ой-ой. Что тут такое? Хотя эту улицу, ее вроде как ремонтируют. Одежда, обувь. Гардероб. Магазин. Аптека опять популярная для... Самый, наверное, популярный магазин. На втором месте после Алкомаркета. Суши-шоп. Филадельфия. King Size. Вот здесь можно суши взять. Смотрите. Суши-шоп. То есть вот можно прямо сет какой-нибудь готовый взять со скидочкой, если вы еще тем более придете, сами заберете. О, и тут же интересные. Да. Так. Сейчас вот их посмотрим. Каландарашвили 12. Вот такой вот дом. И здесь винтаж. Вот такой вот еще сохранился. Смотрите. Этот дом даже штукатуренный. Живут там, не живут. Не знаю. Ой. По-моему, уже не живут. Ну, смотрите, какие тут красивые двери. Вот эти вот. Так, мне тут не провалиться только. Давайте вот так вот. Смотрите, какие тут красивые двери. Оригинальные. Им, наверное, 100 лет-то точно. Этим дверям наличники. Вот такой дом. Штукатурка вот. Каландарашвили 14, почта. Во дворе злая собака. А там, смотрите, какой дом оригинальный. Это снизу какой-то гараж был, а сверху вот они пристроили, такое сделали. И много-много там окон. Много окон. Да. Причем это практически самый центр. И вот еще один дом. Проезд не загораживать. Злая собака. Территория охраняется злой собакой. А этот-то вообще шикарно. Смотрите, у него и вот этот палисадник хороший. О, какие! Смотрите, какие шикарные. Забор, ворота. Этим бревнам точно лет 100, не меньше. Оно все здесь оригинальное. Это, видать, как сделали, построили этот дом. Нестера Каландарашвили, 12. В нем живут, похоже. Вот он как. Да как дом-музей какой-то, как будто бы. Смотрите, как шикарно все выглядит. Ставни. Закрывают так окна. Представляли, раньше закрывали окна таким вот образом.
Вот тут забор он какой высокий. Так, а как тут пройти-то? А? Тут какая-то... А, это вот смотрите, эта балка, она подпирает. Так, вот тут собаки гавкают. Мне придется каким-то образом тут залазить. Может быть, вот так вот. Оп. Вот так вот, да. Ой, беда. Тут очень сложно. А, вон там собака на территории этого. Вон она гавкает. Там еще какой-то древние кладовки. Ай, так, как мне тут пройти? Приходится на раскорячку идти. Сейчас сюда я вот так вот. Опа. Вот так вот лучше будет. А здесь какой дом? Вообще, тут даже печка есть. Смотрите. Печная труба. Неужели тут живут, а? Этот дом-то, ну это сзади поновее, а вот этот вообще. Мне такое ощущение, что здесь вот это вот, когда Пушкин писал про сказку золотой рыбки, да? Вот эта старуха, старик вот в таком доме жили. Помните, да? Возле разбитого корыта она сидела и попалась. Старику золотая рыбка. И старуха захотела там. Слишком много она хотела. Ой, во всем надо меру иметь. Смотрите, какие окна шикарные. Все аутентичное, винтажное. Сосульки, бревна. Интересно, да? Вот сохранили бы все-таки такие дома, как частичку истории Якутска. Каландарашвили 10. Ну а здесь уже, смотрите, такой вот забор из профлиста. Уже, конечно, совершенно не так выглядит это. А вот этот домик. Каландарашвили, дом 10. Так, ну и здесь уже жилой дом. Типичный. Какие сейчас строят. О, алкодискаунтер даже там есть. Ё-моё, они тут везде. Так, проходим. Тут идут работы строительные. Я вижу, да? Да, снесли. Здесь делают. Тут, по-моему, в прошлом году делали, и в этом году что-то никак доделывать не могут. Или как холод кончился, наверное, начались повторно работы. А это у нас тоже старое здание. Там мемориальная доска. К сожалению, не вижу я, что написано. Так, вот здесь вот с этой стороны это театр оперы и балета, вот такой большой. Смотрите. Да, тут был дом, вот от него осталось Это только... институт Да? А, вон там. исследований, по-моему. Вон там, да? Ага. Одно вот это деревянные вот эти вот полы у вас. Основание осталось. Так, и сейчас мы вот подходим, идя по улице Каландарашвили. Тут, кстати, какой скверик, а? Интересно, я тут первый раз. Люди с собачками прогуливаются. Скверик он какой здесь сделали. Я даже и не знал про него. Смотрите, здесь что у нас? Карета. Карета, царская карета. Представляете, да? Ну, это карета возле автовокзала раньше стояла. Вот это? Там же нет. Интересно. Сюда перенесли. Можно вон зайти, посидеть даже в эту карету. Может быть. Что-то вот эти, смотрите,
елочки повкапывали, да? Ты когда их? Нынче, что ли? Или осенью? Осенью, похоже, да? Потому что он там снег лежит. Ну, как-то их вкопали, не докопали, как будто бы. Да, что-то как будто бы... Или, может, это новая технология такая, посадки елок. А, вот поэтому это как карета и стоит. Ну, лавочки такие, да, тоже стоят. Их бы еще обновить, покрасить. Ух, сосна. Сосна, да? Сосну не тронули. Так, опять идем забор. Ну, тут были какие-то строения. Забор. И вот это здание, вот его сейчас так вот затрапировали. Раньше был здесь... Нет, здесь был театр. 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 Так, подожди-ка, я тут пройду сначала. Пройду. Ой. Вот. Вот он, ну, давно в таком виде. Я помню, мы ходили сюда на какой-то спектакль. Но его потом начали что-то с ним делать. Да, да. И сейчас что с ним, я так и не понимаю. То есть вот его... Да, очень давно стоит, его вот так вот задрапировали этой тканью. Да, он... Так, как пройти-то здесь? Ой! Ну, а когда-то здесь был театр. А, может быть, здесь была церковь, и ее потом в советское время переделали под раньше здесь была церковь, ее переделали потом в советское время под театр. Ну, как бы церковь зачем? Поэтому церковные все заведения под что-то использовались. Под склад, под какие-то еще под что-то и так далее. Так, вот. Проезд не загораживать. Вот еще с этой стороны. Смотрите, какая здоровая конструкция. Леса или что это? Или это что-то нагородили они. Ну, вообще капитально, конечно. Да? Все это сейчас замороженное стоит вот в таком виде уже сколько лет. Там вообще все закрыто. Так, лучше вот выйдем с улицы Каландарашвили. Один вот с улицы Каландарашвили. Сюда. На ремонтируемый участок проспекта Ленина. Посмотрим, в каком он сейчас состоянии находится. Вот здесь, смотрите, аккуратно все сделано. В прошлом году асфальтик положили. Вот, кстати, даже, по-моему, лучший вариант, чем плиткой, да? Скажи, лучше, чем плитка. Вот асфальт, по-моему, он более рациональный. Да его плитка, она у нас вообще что-то долго не держится. Она, во-первых, сама сбивается, да, разрушается. Потом ее под низом что-то вечно, это воды какие-то, таяние, тайка, вот это все ее вводит. Короче, целое дело. Да, и ровненько можно кататься на нем нормально, без всяких тряски. Так, ну и все, вот мы уже выходим на проспект Ленина, на участок вот этот, который от улицы Кулаковского. Вот там вот находится кинотеатр Лена. Туда. Ну, а я еще пройдусь тогда вот туда. Ага. Вот. Это у нас участок вот отсюда уже реставрированный. Сейчас мы по нему погуляем. Ну, его уже выкапывали
на 2 метра глубины, засыпали вот сверху. Вот это там какими-то слоями что-то наложили, ткань, утеплитель, еще что-то. Короче, многослойная дорога под низом. Довольно-таки. Ну и сейчас ждут, значит, соответственно, когда все это заасфальтируют. Ну, по-моему, очень долгая эпопея, да, будет у нас все-таки с этим проспектом Ленина. Хорошо, если в этом году это все закончат. Ну, должны, по идее, летом уже, по крайней мере, к осени, да. Потому что работы масштабные, выкопать вечную мерзлоту на 2 метра глубины, выдолбить ее, и заново все вот это вот наложить, засыпать. Театр оперы и балета. Вот мы его обошли. Здесь много флажков вот таких вот. Здание Академии наук СССР, Якутский филиал. Ну вот еще там наверху вот эти буквы со времен СССР сохранились. Надпись никто не отдалбливает. То есть сохраняют историческую как бы суть объекта, как он был и первоначально сделан. Да, и вот здесь вот, кстати, вот в этом месте, где светофор, здесь захоронение, когда раскапывали улицу, вот как раз в этом месте где-то. Вот здесь вот захоронение обнаружили 17 века. Так, ну и давайте гуляем по проспекту Ленина. Когда еще нам удастся вот так вот спокойно прогуляться по нему. Смотрите. Потом сделают, и все будет. Уже тут машины будут ездить. Уже так не походишь. Такую картину уже не увидишь. Так. Магазин вот этот Туймада. Сейчас он его переименовали в Тока. Супермаркет вкусной еды. Когда-то был известный магазин Туймада. Здесь продуктовый. Ну, сейчас тоже продуктовый, только под другой вывеской. Но все-таки по этим камушкам не очень удобно ходить, ноги наступать. Так, представляете, да? Вот тут более ровная она, меньше вот этого грая крупного, фракции какие-то более мелкие. С этой стороны времен 50-х годов постройки. Сейчас здесь магазин на первом этаже. Книжный дом, книжный магазин. Тут как был, так он до сих пор есть, что радует. Да, туда-сюда камни. Так, здание Академии наук Якутии. Здесь же находится представительство администрации президента в городе Якутске, вот в этом доме. Ну и с этой стороны здесь вот пристроили к этому 4-этажному дому. Это уже лет 15, наверное, этому пристрою. Вот такой вот дом
тоже в стиле таком старом, из кирпича. Давайте поближе немножко подойдем, посмотрим. Так. Да, тоже с кирпича. Смотрите. Кирпич. Сделано. Как здание. Вот тут рядом библиотека. Аналогичная. Вот. Это вот здание библиотеки абонента. А здесь у нас, что мы видим, вот этот участок улицы. Его еще не сделали. Вот смотрите, сколько, 1,5-2 метра глубины. Вот так вот разрыли. Теперь там должны выровнять грейдерами и, соответственно, его слоями засыпать. Ткань ложить, утеплитель, еще ткань, песок. Вот таким вот образом. Так. Ну и давайте тогда уже, я думаю, мы с вами хорошо походили. Туда уже дальше я не пойду. Сейчас просто вдоль свернем и по улице Октябрьской пройдемся до улицы Орджоникидзе. Кстати, здесь Бургер Хит в этом доме и ВТБ банк. Офис ВТБ. Здание тоже библиотеки Пушкина. Читальный зал. Вот он, читальный зал. Ну, сейчас я не знаю, там, насколько это актуально. Сейчас как бы электронные версии всех книг есть. Поэтому можно, как раньше, так вот не ходить, не сидеть. Да, то есть это читальный зал довольно-таки большое здание, построенное было в советское время. Так, новый баннер вывесили. Дня народного писателя Якутии, лауреата Госпремии РСФСР имени Горького, выдающего общественного деятеля Сафрона Петровича Данилова, писатель. Да, он интересные рассказы писал, повести. Так что, если у кого интерес есть, можете вот его книжки почитать. 100 лет. Народный писатель Якутии. Ну, быт описывал жизнь народа. Ну и здесь вот перекресток улицы Орджоникидзе и Октябрьская, и вот Нордхаус. Такой дом в таком стиле. И мы сейчас сворачиваем на эту сторону. Улица Орджоникидзе. Кстати, здесь есть парикмахерская недорогая, вот Нефертити называется. Не знаю, какие сейчас там расценки, но раньше стрижка мужская такая, 400 рублей у них была. Так, ну и все. Ладно, я тогда уже хожу на автобус и уже стрим прекращаю.